Пришло время рассказать о последних событиях. В студии Мухаммед Зикиряев. Здравствуйте. Прямо сейчас о главном. Работу над ошибками. Глава Крыма Сергей Аксенов провел второе выездное совещание в Керчи. Право на родной язык. Совет крымско-татарского народа при главе республики провел заседание. Инфраструктурное развитие. В Симферополе началось строительство крупнейшего в Крыму дворца водных видов спорта. Крым в предвкушении юбилейных мероприятий. К пятилетию Крымской весны предприятие «Крымавтотранс» объявило конкурс. Живопись иголкой. Назифе Хайбулаева создает уникальные картины из бисера. Второй этап решения проблем Керчи. Сергей Аксенов провел выездное совещание в Приморском городе. В ходе работы городские власти отчитались о проведенной работе. Глава Крыма обозначил достигнутые результаты, подчеркнул, усилия должны быть более энергичными. Недостаточная работа администрации города по решению конкретных вопросов. Вот сегодня я говорю коллегам, некоторые вопросы повторяются, некоторые вопросы не требуют вложения денег, а требуют элементарного внимания и уважения друг к другу и выхода в поле, то есть для того, чтобы эти вопросы решить. То есть поэтому вот сегодня даже звучали там мнения, что да, и жители должны, взаимная должна быть ситуация, но задача администрации координировать деятельность в том числе, то есть председателей обществ собственников жилья, и ТСНов, ТСЖ и так далее. При этом глава Крыма обозначил необходимость выстроить приоритетность по ремонту дорог и опубликовать график на портале городской администрации. Сергей Аксенов сообщил, для ремонта улично-дорожной сети Керчи будет выделено порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, было поручено главе администрации города и заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства проинспектировать все жилые дома в городе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов вернул полномочия заместителю главы администрации Керчи Диляверу Мильгазиеву. Об этом ходатайствовал коллектив предприятий «Керчгортранс». Решение поддержал глава Крыма. Напомним, Дилявер Мильгазиев был отстранен 21 февраля по итогам выездного заседания Совета министров в Керчи. Крымско-татарский язык как родной. Право на изучение особенностей и процедуры реализации права. Эта тема стала основной в ходе заседания Совета крымско-татарского народа при главе республики. Подробности в нашем следующем сюжете. Нет ни одной жалобы родителей, которым было бы запрещено изучать родной язык, изучать или проводить дополнительное образование на родном языке. Мы такую жалобу еще ни одну не получали. Жалоб нет. Такое заявление прозвучало от начальника управления по надзору и контролю в сфере образования Республики Крым Валентины Бойко в ходе заседания Совета крымско-татарского народа при главе республики. Такая позиция вызвала возмущение среди родительского актива 23 школы. Они утверждают, в данном образовательном учреждении родной язык по сей день изучается факультативно или проходит последними уроками. Сын Искандера Муратова тоже изучает язык в сложных условиях. Отредактируйте, чтобы она была действительно как уроком, а не просто проведение каких-то, как тайных встреч каких-то. Да. Но мне, как родителю, неприятно, что мой сын проводит занятия в какой-то подсобке. Валентина Бойко заявила, что для разрешения таких проблем нужны письменные обращения. Они не поступают из-за незнания родителями своих прав. Члены Совета, в свою очередь, обратили внимание представителей Министерства образования на существующую проблему. А также отметили, что право на изучение крымско-татарского языка необходимо не отстаивать, а реализовывать в рамках правового поля. Область родные языки – это обязательная область. И не реализовывать ее образовательная организация не может. Одной из ключевых тем обсуждения на круглом столе стал вопрос отсутствия методических пособий специалистов по точным наукам на родном языке. Это фундаментальные дисциплины, поэтому я считаю, что здесь очень важно пойти от источников. Прежде всего, это создание базы, филологической базы, то есть создание словарей и так далее. Так, терминов, терминологии – это серьезные дисциплины очень. Что, собственно говоря, мы сделали. Во время круглого стола было представлено немало наработок и предложений. Работа в этом направлении будет продолжаться. Очень важно, что сегодня Министерство образования открыто сказало обществу, что оно готово
выполнять наши пожелания, что готовы предоставить условия, возможность организовать процесс. И что очень важно, что Министерство образования ждет рекомендации от Совета крымских татар при главе Республики Крым. По итогам встречи представители Минобразования зафиксировали все нарушения. Также было обозначено, в изучении родного языка не должно быть никаких ограничений, в том числе по количеству учащихся. Изучение родного языка – это право, которое предоставляется всем желающим. А для того, чтобы реализовывать право, родителям нужно писать обращение и принимать активное участие в реализации своего права. В рамках Совета крымско-татарского народа при главе республики действует родительский комитет детей дошкольного и школьного возраста. За соблюдением прав по изучению родного языка члены Совета будут активно следить. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Новое судно взамен захваченного Украины. Глава Крыма встретился с экипажем сейнера «Норд». В ходе встречи обсудили с рыбаками рабочие вопросы. Главная цель – обеспечить морякам возможность выйти в море. Составили план действий и определили конкретные сроки исполнения, подчеркнул Сергей Аксенов. Напомним, 30 октября 7 моряков экипажа судна «Норд» обменяли на экипажи украинских судов, задержанных ранее российскими пограничниками за браконьерство. До этого 2 члена экипажа смогли выехать с Украины по российским паспортам. Капитан сейнера Владимир Горбенко вернулся в Крым последним. Пятилетие Крымской весны. Итоги подводит и коллегия Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. Руководители и представители всех структурных отделений выступили с докладами. Ключевой лейтмотив: наша республика продолжает развиваться во всех направлениях. Повышение финансовой грамотности населения – основная тема 3-й Всероссийской научно-практической конференции. Спикеры отметили, в первую очередь нужно внедрять образовательные программы в детских садах и школах. Этот вопрос в Крыму актуален и есть запрос со стороны родителей. В детских садах детей надо в игровой форме уже приучать к тому, чтобы планировать свои бюджеты, правильно распоряжаться финансами, рассчитывать какие-то, может быть, даже бизнес-проекты. Это должно продолжаться в школе. Я считаю, что вообще должен быть обязательный предмет такой финансовый. В ходе конференции обсудили вопросы финансовых продуктов для бизнеса, льготное кредитование в банках, создание комфортных условий для работы инвесторов и как не стать жертвой мошенников. Мы в этом году впервые Минфин России подвел итоги финансовой грамотности и оценил всех субъектов. К сожалению, Крым попал в группу, скажем так, на троечку. Группа «Д». Мы 2 года занимались активно, и я думала, что уже у нас все знают и хорошо умеют определять и признаки финансового мошенничества, и куда обращаться в случае, если вас обманули по финансовым услугам. Каждый третий на сегодняшний день не понимает, что творится на финансовом рынке, не понимает услуг, которые предлагают банки. И мы говорим о том, что нужно выстроить четкую систему повышения финансовой грамотности населения, начиная от детей в детском саду и заканчивая нашим пенсионерам, которые очень активно пользуются различными услугами. В Симферополе началось строительство крупнейшего в Крыму дворца водных видов спорта. Рабочие уже ведут бетонные работы. На строительной площадке побывал и наш корреспондент. Более 50 рабочих и десяток единиц техники. На площадке стройка ведется круглосуточно. Строители трудятся в 2 смены. Сейчас ведутся монолитные работы. В настоящий момент, как вы видите, происходит работа по устройству металлического каркаса здания. А также начаты работы по строительству здания гаража, который входит в комплекс. Согласно проекту, в двухэтажном здании будет 3 бассейна олимпийского размера с 10 плавательными дорожками, стандартный 20-метровый и детский. Именно здесь будет располагаться 50-метровая ванна. Она будет разделена бортиками на 2 бассейна. Делить дорожки не придется. Плаванием смогут заниматься и профессионалы, и любители. В здании разместят тренажерный фитнес-зал, раздевалки и тренерские комнаты. Будут предусмотрены и трибуны для зрителей. Уникальный комплекс для Республики Крым, который очень нужен, где можно полноценно проводить тренировки, я уже говорил, по 3 видам спорта. Плавание, синхронное плавание, водное поло,
и, конечно, проводить очень масштабные соревнования. Общая площадь Дворца водных видов спорта составит около 19 тысяч квадратных метров. На строительство выделено более миллиарда рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2020 года. Султаниса Такаева, Владислав Кравцов, телеканал Миллет. Крымский мост на холстах живописцев. В Ялте открылась выставка работ художников из Крыма и других регионов России. С инициативой ее создания выступила кафедра изобразительного искусства и дизайна Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского. Нам бы хотелось бы запечатлеть сам процесс строительства Крымского моста, поскольку он является символом объединения, соединения Крыма с Россией. Я думаю, что это момент, конечно, исторический, политический, духовный. И я думаю, что это, конечно, должно остаться нашим потомкам. На выставке представлены далеко не все картины, посвященные строительству Крымского моста. Часть из них осталась в Москве и уже экспонировалась в Федеральном собрании Российской Федерации и в галерее Российской академии художеств. Выставка в Ялте продлится 10 дней. Дальше ее готовы принять другие города Крыма. 1,5 года назад многодетная семья в Джанкойском районе осталась без кормильца. Под побитой градом крыши и в холодных стенах 5 детей воспитывает мама. Чем можно помочь и как это сделать, подробности в нашем следующем сюжете. Правильно, тепло, оно уходит, там же открыто все, поэтому все тепло туда уходит. Хорошо, хоть отопление сделали, вот уже какой этот. В таких тяжелых условиях проживает многодетная семья Эльзары Османовой. Холодные стены, аварийная крыша. Печное отопление удалось провести только в феврале этого года. Ветхий дом сразу после переезда начали восстанавливать, но 1,5 года назад семью настигло горе. Сначала мама умерла, потом муж. Так и осталась одна с 5 детьми. Лечили, все равно бессмысленно. Самой младшей дочке Эльзары всего 5 лет. Она ходит в садик в соседнем селе. Старшие дети уже обучаются в школе. По секрету они поделились своими мечтами. С кем ты хочешь работать? В полиции. А твоя какая мечта? Работать. Тоже работать. А кем ты хочешь работать? Строителем. Папа тоже мой работал строителем. Поднять на ноги 5 детей – задача сложная. Узнав о беде, жители села Строгановка Симферопольского района организовали помощь. Каждый помогал, чем мог. Это и предметы первой необходимости, и техника, и даже мебель. Решили помочь продуктами, вещами. В любой момент можем оказаться в такой ситуации тяжелой. И поэтому мы должны совместными усилиями все вместе помогать друг другу. Нас мало. И мы должны сплоченно все дела решать джематом. Выражаю благодарность им за оказанную помощь. В следующие 3 месяца любая благотворительность приумножается в десятки раз. И мы, как мусульмане, пытаемся совершать как можно больше таких поступков. Давайте и мы не останемся в стороне. Связаться с матерью можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Также можно перевести средства по реквизитам банковской карты. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. В столице отпраздновали День работника торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря этим профессиям жизнь всего города стабильна, а Симферополь становится уютнее и ежедневно преображается. Очень важно, что сегодня мы прилагаем очень серьезные усилия для того, чтобы изменить состояние Симферополя. Никому невозможно в одиночку справиться с этой задачей. Поэтому я очень благодарна всем работникам жилищно-коммунального хозяйства, которые сегодня вкладывают столько сил в то, чтобы сделать наш город лучше. Глава администрации крымской столицы вручила лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарности за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Поздравления прозвучали из уст председателя городского совета Симферополя. Работник коммунального хозяйства для города, можно сказать, это почти все. Сегодня благодаря вам наши симферопольцы чувствуют себя комфортно, уютно в своих жилищах, в своих парках, зонах отдыха. Сегодня вы создаете имидж нашего города.
Новые министры, новые задачи. Заместитель председателя Совета министров Игорь Михайличенко представил нового министра спорта Ольгу Торубарову. Коллективу ведомства и обозначил приоритеты в развитии отрасли. В ходе встречи было обозначено одной из приоритетных задач для вновь назначенного министра является создание учебно-тренировочной базы начинающим спортсменам. До назначения на должность министра спорта Республики Крым Ольга Торубарова занимала пост заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края, а также должность министра спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Все крымчане в ожидании памятной даты. К 5-летию Крымской весны предприятие «Крымавтотранс» тоже не осталось в стороне и объявило конкурс. Все подробности расскажет наш корреспондент Севиля Меметова. В преддверии празднования 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией предприятие «Крымавтотранс» объявил конкурс, в котором могут принять участие все, кто пользуется услугами автовокзалов и автостанций Республики Крым. Для этого вам необходимо приобрести билеты в кассе, сделать контрольное селфи на фоне баннера, зарегистрироваться на официальном сайте «Крымавтотранс» и поставить хэштеги «5 лет Крымской весне» «Крымавтотранс». Акция действует на всех 12 автостанциях Крыма. На центральном автовокзале молодежь уже активно участвует в конкурсе. В данный момент были последние сведения о том, что 15 человек уже зарегистрировано. В нашей акции еще осталось 4 дня, то есть с каждым днем, я думаю, все больше и больше будет участников. Чтобы отследить количество участников, необходимо зайти в социальные сети. ВКонтакте или Инстаграм пройти по хэштегу «5 лет Крымской весне». В связи с тем, что у нас 18 марта 5-летие возвращения Крыма в родную гавань, и для того, чтобы все-таки привлечь пассажиров к использованию услуг официальных перевозчиков. Приобрести билет, сделать селфи и получить приз. Молодежь не упускает шанс и на Восточной автостанции. Активно участвует молодежь, так как она является большим пользователем социальных сетей, потому что предлагает в качестве приза 2 путевки по территории Крыма туда и обратно. Конкурс действует с 5 по 16 марта включительно. А уже 17 марта 35 победителей получат ценные призы. Севиля Меметова, Владислав Кравцов, телеканал «Миллет». Жительница микрорайона Каменка Симферопольского района Назифе Хайбулаева создает уникальные картины из бисера. Каждая ее работа – это шедевр. Под впечатлением от работ мастерицы осталась и наш корреспондент. Создать уют в доме можно и самой. В этом убеждаешься, переступив порог дома Назифе Хайбулаевой. Она создает картины из бисера. Творческий порыв мастерица почувствовала 8 лет назад. С тех пор иголка и бисер дарят ей вдохновение. Я быстро сделаю все свои дела, зная о том, что я сейчас найду минуточку и сяду заниматься своим любимым делом. Вот один рядочек для меня такое удовольствие. Может, я не знаю. Просто люблю это дело очень. Вышивальщица чувствует невероятную радость, когда открывает для себя очередной необычный прием. Я люблю сложные работы, очень много цветов. Я экспериментирую. Так интереснее и красиво. Очень люблю все яркое. Бисероплетение – это очень тонкая и кропотливая работа. Прежде чем приступить к вышивке картины, мастер долго представляет ее в своем воображении. Ведь все идеи воплощаются в жизнь. Мечту о дочери Назифе отразила в одной из своих работ. И вскоре ее заветная мечта сбылась. Все мои работы связаны с моими желаниями. То есть у меня было 2 сына. Я случайно выбрала, просто пришла в магазин и думаю, какую же схему на этот раз выбрать, чтобы было интересно вышивать. Просто листала в целой стопке и увидела девочку. В общем, взяла, вышила эту девочку, и через год у меня родилась дочь. Работой, достойной внимания, считает картину с мечетью села Журавки Кировского района. Долгие годы молельный дом был без минарета. Закончила работу, и долгожданное строительство началось. Я работаю в Журавках. Моя парикмахерская находится возле мечети. И когда я только устроилась туда работать, там была мечеть, но не было минарета. То есть, когда я взяла эту картину, я вышивала и мечтала, чтобы в нашей Журавской мечети тоже был минарет. В каждую работу Назифе привносит авторские элементы, связанные с ее семьей. Аргумент простой, в них заложено душевное тепло. Она ассоциируется с тем, что когда я ее вышивала, моя сестренка собиралась выходить замуж. И вот эти все переживания, волнения, все связаны с этой картиной. И она мне
напоминает. То есть вы на нее смотрите и сразу перед глазами все события, да? Да, я вспоминаю, что было 5 лет назад. Глядя на ее творение издалека, создается впечатление, что они выполнены с помощью кисти и красок, хотя на самом деле детали передают обычный бисер, стежок за стежком, тон к тону. Я очень люблю красный цвет, всегда мечтала видеть себя в длинном красивом красном платье. А мечта сбылась? Нет, картина еще вышла, но платье еще не получилось. Ну, это такое, банальность. Главное, что картина есть, а там уже не важно, правда? Главное, хорошая и мечты, да? Да. Рисовать бисером непросто, оригинальность не дается легко. Каждая работа – это месяцы, а то и годы кропотливой работы. Если тут сдалека заметно, здесь 3 детей, 2 мальчика и девочка. Ну, то есть я ее подобрала специально для себя, как бы я и мои дети. Выкроить драгоценное время с 3 детьми сложно, но дружная атмосфера в семье вдохновляет. Мама и сестра – большая поддержка, дети – источники оригинальных идей. Какая тебе картина больше нравится? Вот это. Это? А мне это. Ух ты, а мне? А мне все, потому что каждая из них выполнена очень профессионально и тонко. Наджия Исаева, Виталий Голубев, телеканал Милет. Сегодня после вечерних выпусков новостей не пропустите наш специальный репортаж «Крымская весна. Развитие туризма». Ежедневно мы информируем о самых актуальных новостях Крыма. Если вас беспокоит проблема, либо есть социально важное достижение, сообщайте в нашу службу новостей по номеру и электронному адресу, который вы видите на своих экранах. Такими были новости дня. Оставайтесь вместе с телеканалом Милет. Хорошего вечера.